Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Видно ли меня, слышно ли меня? Началось. Фриман. Фриман 95. Началось. Я вот включил и что-то зависло. Ну все, началось. Хорошо. Хорошо, что все хорошо. Так, для того, чтобы у вас было лучше видно на экране, вы можете поставить разрешение, сейчас у меня на этом телефоне показывает 480, вы можете поставить 720. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Асан, свободно Украине. Асан, Ичкерия будет свободная. Слава Украине, Ичкерии. Героям слава. Да, конечно, будет все. Ни капельки в этом. Мы не сомневаемся и идем к этому светлому будущему, как говорили коммунисты. Ва алейкум салам, Минка Мализаев. Дигушу, все отлично, Дигушуа. Так, Масан Иллюминат. Добрый вечер. А на футболке Сталин? Нет, на футболке Борис Тамахин. Борис Тамахин. Человек, который, можно сказать, бился и сейчас продолжает биться за чеченцев, но это будет не вся правда. Борис Тамахин бьется, продолжает биться, хоть и сейчас находится в тюрьме за мысли преступления, продолжает биться против кровавого режима за свободу России, в первую очередь. Так что, да, Борис Тамахин воин, Борис Тамахин человек, которому чеченцы обязаны. Поддерживать его обязаны, всячески ему помогать. Вот он находится в тюрьме. Так что сегодняшний свой эфир я посвящаю Борису Тамахину. Так, вот его имя из колонии, в колонии он сидит. Так, я думаю, Борис Тамахин был бы очень рад, если бы побыстрее наступило время, когда режим Путина последовал бы за режимом Каддафи. Так, давайте перейдем к нашим вопросам. Антон Лебедев. Аслан, я всем сердцем с вами. Спасибо, Антон. Так, Назир Балуев. Ичкерия Далмула. Ичкерия будет свободной. Далмула. Фриман 95. Аслан, бремени нохчи семья Гарбеш Хадаган Мабох. Фрейман говорит, что в Бремени у чеченской семьи отобрали детей. Я не слышал, конечно, такие случаи есть. Конечно же, это очень печально, этим вопросом надо заниматься. Но надо знать всю подноготную этой истории, конечно же. Так. Да, я сделаю обязательно вот, сейчас вот так опущу и сделаю скриншот. Потом посмотрю и буду распространять это видео. Так. Нет. Подвинусь-ка я, чтобы для скриншота было. Борис Тамахин в колонии. Вот. Потом сделаю скриншот и обязательно буду это распространять, чтобы это дошло до Бориса. Если Борису кто-нибудь сможет написать, кто-нибудь, кто с ним общается, передайте от него, что чеченцы помнят его борьбу, поддерживают его, любят его, уважают и продолжаем наше общее дело за свободу всех людей в тюрьме народов. Так. Рамазан Магомедов. Слышали, что украинские власти хотят выдать Руслана Омарова? Да, я где-то читал, что
очередного защитника Украины, не знаю, как назвать эти власти, коллабские они или я не знаю просто, как их назвать, в стране, воюющей стране выдавать Руслана Омарова, дагестанца, который защищает Украину, это, ну, это из ряда вон выходящий случай, очередной случай, который, конечно же, мы должны отреагировать, если поступить по этому поводу. И просьба зависла у меня тут, так, и просьба от его родственников или друзей, кто в Украине или в Дагестане находится, обязательно, я, конечно, это поддержу. Обязательно поддержу и обязательно. Так, ну что у нас появилось? Опять зависло, опять обрывается. Да, стрим, Влад Князев, стрим трошки притормаживает. Да, немножко стрим притормаживает, и, ну, не знаю, опять, наверное, прапорщик, и, ну, не знаю, опять, наверное, прапорщик сидит там, что-то мутит. Сошлемся на прапорщика, да? Валим все на прапорщика. From the Mountain. Добрый вечер, Аслан. Как у вас дела? Добрый вечер. Опять завис. Добрый вечер, From the Mountain. Все отлично. Будем дальше продолжать нашу работу. Седан Надаров. Аслан, эти власти называются «Не верь никому». Да, возможно, да. Так. Адам Чеченский. Аслан Тумсон, депорт Ящума Бог. Говорит, Тумсо депортирует. Ну, давно ему уже отказ пришел. И грозила ему депортация. И то, что, ну, надо защищать свои права. Фриман 95. Аслан, насчет подали вы документы Буддесант, ответ пришло к вам. По поводу нашей резолюции Фрейман 95. Нет, только мы отправили, пока ничего не было. Пока ничего еще не пришло. Зависает Аслан. Аслан зависает, да. Аслан немного подвисает. Есть много правды, но истина одна. Хочешь узнать о человеке, спроси у человека. Спроси, кто ты. Все спрашивают, кто это. Гена Смык. Не понял я, Гена. Так, Ичкерия Лайв. Делитесь видео. Вот совет вам от Ичкерия Лайв. Азер Гасан. Надеюсь, что Путлера ждет участь Каддафи. Да, я бы хотел, чтобы это был честный, справедливый суд в Гааге. И мы будем прилагать к этому усилия, конечно же. Залина Гзалина. Салам алейкум. Ва алейкум салам, Залина. Так. Чеченские хакеры. Очередной раз они убедились, что чеченские самые лучшие. Что чеченские самые лучшие? Не понял. Марк задал смешной вопрос. Путина судить будут. Аслан Салам. Лерманс Ахмед говорит. Да, Салам Лерманс. Да, будут судить, и надо прилагать к этому усилия. Но, Аслан, что ты думаешь про дагестанско-чеченские границы? Ну, я раньше, когда у нас вопрос стоял по поводу размежевания, да, определения границ между Ингушетией и чеченской, оккупированной Чеченской республикой Ичкерия, я сказал, что это все как бы юридически это ничтожно, не имеет никакой силы. То же самое можно сказать про границу, вот сейчас определение границы. Все, что там сейчас они говорят, это не имеет никакой юридической силы. Ни с Дагестаном, ни с Ставропольским краем, ни с Ингушетией. Наша страна оккупирована. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то. Кто-то разуверился в это, кто-то в это не верит. Но если исходить не из-за того, что я так хочу, а исходить из юридической стороны вопроса, то однозначно
наше государство временно оккупированная территория. И все. Значит, все, что они там делают, сколько бы они там ни делали, там, 10 лет они этим будут заниматься, или там 50 лет этим будут заниматься, это не имеет юридической силы. Поэтому границу с Дагестаном, со свободным Дагестаном, с Дагестаном, входящую в состав России, то есть с Россией, определять границы мы будем тогда, когда наша свободная, независимая власть в лице президента, парламента будет находиться. Вот тогда мы и будем определять эту власть, эту границу. До тех пор все то, что сейчас они делают, это все ерунда. И обращать на это внимание не стоит вообще никакого. Внутри страны, которая оккупировала весь Кавказ, делить границы и обсуждать, мне кажется, это просто глупо, если не сказать хуже. Артуру, ассаламу алейкум, Аслан. Когда марш? Ва алейкум салам. Я не знаю, когда марш, мы сейчас пока стоим над этим, сейчас этот вопрос пока еще не решен, до конца не определен. Готовьтесь, под этим видео есть реквизиты, куда можно отправить на счет Саид Амина Ибрагимова для поддержки на этот марш. Пока сейчас идет подготовительная работа. Кто не сможет сам прийти, обязательно подготовьте, кто сможет прийти. Не обязательно там все 20-30 дней идти, как Саид Амин планирует, да. Можно кого-то подготовить, кто 1 день, 2 дня будет вместе, потом вот так чередоваться, чтобы, конечно, первый же день было бы хорошо, если бы мы все в Страсбурге, максимальное количество людей собрались и первые показали, что вот нас так много. Это было бы очень хорошо. В принципе, пока вот так вот. Вот так вот. Пока точно даты нет. Так. Поехали дальше. Анзорино, Дагестан добровольной оккупации. Но не только Дагестан добровольно, если это можно так сказать, то и Ингушетия, и Кабарда, и Карачаево, Черкесия, так можно, да, сказать. Но с другой стороны, мы рискнули, мы попробовали, да. И я уверен, если бы Дагестану, Ингушетии, Кабарде, Карачаево, Черкесии и другим регионам дали бы гарантии, что вас не будут бомбить, как Ичкерию, что у вас будут стопроцентные гарантии, что вы сможете там отделиться, жить, то я думаю, большинство просто с удовольствием отказалось бы находиться в составе России. И когда Россия развалится в ближайшее время, вот тогда мы и узнаем, что добровольная оккупация или нет. Поэтому, трудно сейчас судить, да, сейчас мы вот оказались такими рисковыми парнями, мы рискнули. Колоссальные потери мы понесли, и некоторые наши недоброжелатели нас упрекали за это, да, говорили, вот, теперь вы тоже в составе России. Это как будто заключенный попробовал бежать, его поймали, он там пробежал 100 километров, уставший, ободранный, раненый, его затравили собаками, его притаскивают обратно, обессиленного бросают в хату, и некоторые хотят нас в этом упрекнуть и сказать, вот видите, вы тоже теперь в составе России. Но в основном, конечно же, так не думают. Так, миллион первый. Асан, как ты думаешь, почему у Тумсо бывает больше 7 тысяч зрителей, а у тебя нет? Ведь вы же оба ногчи и поддерживаете Ичкери. Я думаю, ты хотел острить. Потому что у него больше подписчиков, и его раскручивают оккупационные власти, да, и разные вражеские блогеры. А тебя за этот прекрасный вопрос я заблокирую. Но попытка была неплохой. Так. Рамазан Магомедов. Когда Чечня будет свободна, тогда можете полностью Дагестан забрать. Да.
Так, Чечения всегда противилась оккупации. Да, Анзор Ино, но надо признать, что и дагестанцы, и ингуши, и другие тоже противились и нам помогали в этом, да? И это правда. Ну, это нельзя отрицать. Это будет несправедливо, если мы будем отрицать. А если мы будем сейчас говорить, вы дагестанцы такие, мы чеченцы крутые, вы там ингуши сякие, а мы там чеченцы там голубых кровей, то мы далеко не уедем. Мы одна кавказская нация. И мы должны построить Кавказский союз, как наподобие Европейского союза, который же будет входить в Европейский союз. Понимаете? Это очень большая, объемная работа, которую нам предстоит делать. Так, поехали дальше. Азер Гасан. Сыны Ичкери это Джахар Дудаев, Аслан Масхадов, Зелимхан Индербиев. Мы поддерживаем братский народ Чечни. Салам из Баку. Салам, Баку. Спасибо за поддержку. Так, Рамазан Магомедов. Здравомыслящий не переживает. Понимает, что это кремлевские марионетки мутят. Мы братья. Согласен, Рамазан. Байсангур, нам нужно качество, а не количество. Так, вот тут я смотрю, много кого поудаляли. Так, поехали дальше. Аслан Циркасия. Аслан, как ты думаешь, есть ли шанс, что в ближайшее время русизму придет конец? Ну, это очень такой сложный вопрос. В ближайшее время, конечно же, ну, нет, вообще, да, давайте вот начнем, Аслан, с того, что вопрос с путинским режимом решен. Да? Все дело времени. Другое дело, сколько мы приложим усилий, чтобы ускорить этот процесс, потому что без нашего вмешательства, без нашей помощи, это будет сделать намного сложнее и дольше. Тем же американцам, тому же западному миру, который тоже разобщен, у которого тоже свои внутренние там, дела, проблемы. Поэтому мы, как первые заинтересованные лица, конечно, должны прилагать усилия. Например, я хочу сказать, что по данным источников газеты New York Times, в российские энергосистемы американцы внедрили вредоносные коды, которые способны разрушать систему энергетических сетей. Это говорит о том, что в один прекрасный день можно сделать коллапс полностью России. Час X настанет, и американцы к нему готовятся. Далее, скажу, смотрите, арест счетов Кадырова. На Западе у него их нет, потому что он там больше всего Арабские Эмираты пытался их перевести. И Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который, это еще пару месяцев назад был. И теперь все счета одобрил законопроект по аресту и внесению Кадырова в список Немцова, да, по делу убийства, список Немцова. И он, конечно же, будет отвечать. И таким способом потихонечку обкладывают, да, обкладывают вот эту бандгруппу, вот этот бандитский режим со всех сторон. И он дальше будет обкладываться. Далее, британский спецназ переориентировался с борьбы с джихадистами, да, так называемыми джихадистами, теперь на Россию переориентировался. По этому поводу Россия выразила протест. Россия там уже заявила, что это значит и так далее. Это значит о том, что будут теперь уже спецназ будет принимать участие, вы понимаете? А где может спецназ принимать участие? Английский, да? Вот, задайтесь вопросом, может ли, например, спецназ английский высадиться где-нибудь в Москве и принять участие
например, нужна будет какая-нибудь поддержка, силовая составляющая какая-нибудь для уничтожения, допустим, как товарища Каддафи, или для попытки его задержания, да, например, прилетят дроны, нанесут какой-нибудь удар, и кортеж террориста Путина будет уничтожен, допустим, да, и люди, которые находятся сейчас в России, находятся в Кабале, которые находятся на условиях, ну, почти заложника, да, русские, они, ну, можно сказать, не заложники, да, по сравнению с чеченцами, конечно, чеченцы это стопроцентный заложник, Чечня оккупированная, там жесткий такой диктаторский режим. Русские, конечно же, нельзя сказать, что они в заложниках, у русских чуть-чуть, если душка хватило бы, как говорится, то, я думаю, дело пошло бы быстрее и веселее бы. Но будем надеяться, если будет английский спецназ, то у русских и дух поднимется, и дело пойдет веселее. Поэтому можно применить. И именно поэтому Россия выразила по этому поводу обеспокоенность и заявила, что это имеете в виду, короче. Это же не военная какая-то стратегия, да, там, направить всю свою мощь английскую против России, там, ядерное оружие, там, ля-ля тополя. Это Путину не страшно. Он может русскими закидывать там миллионами тел английские там, и европейские армии. Ему страшен вот этот спецназ. Спецназ решает точечные маленькие операции. Соответственно, по этому поводу вызывает такое очень интересное наблюдение по этому поводу. Да? И это очень хорошо, что мы можем только приветствовать. Об этом пишет, кстати сказать, поясню, Guardian об этом пишет. Далее, мы знаем, что над территорией чеченской, временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия патрулирует американский самолет-разведчик. Это открытая информация, об этом заявляли Радио Свобода. И вызывает у русских, у оккупационной армии, банд армии, вызывает обеспокоенность по этому поводу. Они выражают протесты. Конечно же, сбить американский самолет они не посмеют. И это казус белли, это повод к войне, и это себе позволить Путин не может. Он может только запугивать, да, что вот я применю, я сделаю. Он может против Украины воевать там самыми подлыми, жестокими способами, да, против Ичкерии, против Грузии. Вот против таких стран, да, он может. А вот против Америки не может. Так вот, над нашей страной, временно оккупированной Россией, летает американский разведчик. И русские по этому поводу высказывают протесты, но ничего не могут поделать. Потому что в соответствии с военной доктриной США, они имеют право контролировать территорию, прилегающую к границе, там сколько-то километров, где расположена их военная база. В Грузии у них находятся военные подразделения, и поэтому приходится контролировать. Так что в этом плане у нас все отлично. Мы идем семимильными шагами к свержению путинского режима. И нет ни малейшего сомнения, что это произойдет. Завтра у меня будет, скорее всего завтра, может быть послезавтра, я запишу интервью с Полом Гоболом и обязательно задам эти вопросы тоже. Я думаю, мы очень много интересного у него узнаем. Если вы хотите какие-либо вопросы ему задать, можете мне сейчас писать в стриме или под этим видео. Я буду отвечать на эти вопросы и буду, вернее, не отвечать, а буду ему задавать эти вопросы, чтобы мы могли поговорить с ним об этом. Так что будет очень интересно. Так, давайте, я пропустил тут
Так, Эдуард Мамедов, как обычно, задонатил. Спасибо, без вопросов, как обычно. Так, спасибо, Эдуард. Так, ассаламу алейкум, вежди без Ланов Дудаев, ва алейкум салам, Рамазат Магомед, ассаламу алейкум, окшую, боссам дикбуа, ва алейкум салам. Как здоровье, спрашиваю, хороший цвет у меня, говорит. Да, все отлично, все отлично. Сегодня были тоже хорошие новости, что скоро режиму террориста Путина будет конец и будет люстрация. Так, ассаламу алейкум, Бусалбан. Витаю вольных украинцев. Антирашизмус, говорит. Ва алейкум салам. Жора Майер. Ичкерия будет свободная страна, 100%. 100%, Жора Майер. Классная идея о дроне-убийце и Кремлю капец, говорит ММ. Да, вот это, жаль, не моя идея, но я думаю, хана путинскому режиму настанет. Я представляю, как он трясется там, да, как он боится всего. Ну, я очень рассчитываю на то, что все-таки он будет доставлен в суд. Желательно, конечно, в городе Джахаре, чтобы этот суд прошел. И мы будем всячески на это настаивать. Но если не получится, то, конечно, тогда в Гаагу. Делать нечего. В Гаагу так в Гаагу, Вова. Шарани Азив, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Астан шумуду, далбашт бойлвай оман амин. Ва алейкум салам. Дикду дел рейсур амин. Далбашт та бойлвай. Так, Максим Гелла. Аслан, снимите документальный фильм про Ичкерию и людей, которые сейчас в изгнании. Я думаю, это поможет вам в борьбе с Россией. Спасибо, Гелла, за подсказку. Обязательно снимем. Рамазан Магомедов. Русским тоже свое мясо не жалко за царя. Ну да, это тоже ты прав, Рамазан. Абсолютно. Я вот не понимаю. Знаете, у меня возникает вопрос. Например, оккупировали Чеченскую республику Ичкерия. Огромные силы потратили, средства потратили, только финансовые, потому что россиян не интересуют человеческие жизни. Сколько они убили женщин, детей там, и мужчин в Чечне, это вообще даже не обсуждается. Сколько своих вот этих молодых ребятишек, которым там от 20 до там, 50 лет положили, им тоже плевать. И сколько финансов они затратили, да? После этого начинают возмущаться, вот мы кормим эту Чечню, зачем нам это надо, там, туда-сюда. Хотя на самом деле ее не кормит никто, там нефти выкачивается больше, чем дается. Потом захватывают Крым, устраивают из этого Крыма свалку. И потом опять, вот, Крым там присоединили, у нас затраты там и так далее. Там. Южную Осетию то же самое. И так далее. Я не понимаю, это вот для чего вот это все делается? Ненавидеть тех людей, которых ты завоевываешь, ценой огромных потерь завоевывать, убивать, ну, про грех на душу, это не про россиян, да, им по барабану. Если бы и они еще возмущаются, если ты им такое скажешь, нет, как, да мы же самые скрипоносные, как же так? Нет, это неправда, вообще не скрипоносные. Вообще абсолютно плевать, ну, большинству, да. И вот Борис Тамахин подтвердит это. И после этого потом возмущаются, вот, мы там кормим, содержим. Для чего это делается? Я вот не понимаю. Я не понимаю вот смысла вот этой ненависти, вот этого убийства людей, захватывать чужие территории просто ради того, чтобы захватить. А ты сам ничего с этого не имеешь. Да, ты можешь поехать убивать людей, да, ты получишь как садист от этого удовольствие, но и все. Ну, вот, видимо, в этом заключается. Вот в садизме. Это невероятно просто. Это невероятно. Так, Рамадан Магомед, Аслан, красавчик, я всегда задаюсь этим вопросом.
Да-да-да. Я, кстати, хочу сейчас возобновить вот этот чат-рулетку. Я думаю, завтра тоже с утра начну записывать, потому что вечером просто физически не успеваю. А, Ну, посмотрим. Посмотрим. Буду задавать им эти вопросы и будем вместе слушать их ответы. Леонидас Фарас. Аслан, люди говорят, как Чечню мы отдадим? Там же нефть, там же плацдарм для НАТО, Турции и боевиков. Как ты на это смотришь? Ну, я считаю, что нефть, конечно же, есть, ее выкачивают. Плацдарм для НАТО, он и в Грузии сейчас стоит. Там же, там, да, ракете лететь там на 50 километров больше или меньше не имеет никакого значения. То, что плацдарм для НАТО, это вот я 100% уверен в этом. Я абсолютно, стопроцентно уверен, что мы, Чеченская Республика Ичкерия, будем целенаправленно, всеми силами идти, и, по крайней мере, я так хочу, я не знаю, как чеченский народ захочет, идти в НАТО. НАТО – это единственная гарантия для нашей безопасности. Нравится кому-то это, не нравится это кому-то. Но это, если человек задумывается о безопасности своей страны на 20, 30, 50 лет вперед, да, и НАТО – это единственная возможность сохранить нашу безопасность. Мы будем стараться и в НАТО войти, и в это. Так что боевиков я не знаю, если уйдут оттуда российские боевики, других боевиков там нет. Ни со стороны Турции, ни со стороны США и НАТО. Я других боевиков там не знаю. Вооруженные бандиты, которые в Украине снимают себе лычки и там притворяются, их там нет. Вот это бандиты. А других боевиков у нас там нет. Выльни народы переможет. Если не видели, не хотели видеть, что творили рашисты в Ичкерии, то после Беслана рашисты себя на весь мир показали. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Осетины, которые всегда были форпостом России, которые всегда были верны России, да, скажем так, даже в угоду себе. Осетия не самый богатый регион, прямо скажем, да, хотя какие-то послабления, какие-то разрешения, там, той же водкой заниматься, там, осетинам разрешалось, и там, но при всем при этом осетины оставались такими же кавказцами, да, они получше, конечно, чем чеченцы, там, ингуши и дагестанцы котировались, но всегда они были теми же кавказцами, особенно мусульмане осетины, да, дигорцы. И в этом плане, когда захватили Беслан, у Басаева, ну, было это, я не знаю, басаевская эта идея была или нет, но он говорил, что это его была идея. Поэтому, когда они захватывали школу, он рассчитывал, что русские должны осетинам, что они обязаны осетинам, да, и что не пойдут русские на этот шаг, чтобы вот так с огнеметов и танков просто сжечь эту школу к чертовой матери. Это невероятно просто. Но надо понимать, что 42 тысячи чеченских детей точно так же были сброшенными бомбами, заколоты там, штык-ножами, сожжены с огнеметов, спороты животы беременным женщинам. Это все было. Это все было. Застреленный. Есть видео, где ребенок, годовалый ребенок с простреленной головой лежит. Прям зашли домой. Это акт устрашения было. Первая война, Вторая война и Первая война, вот когда Вторая война начиналась, первые удары были, надо не забывать, мы говорим, по рынку ударили, но второй удар пришелся, это одновременно 4 удара нанесли. Второй удар пришелся по роддому, где погибло огромное количество младенцев, только что родившихся, день-два младенцев было, беременные женщины там погибли. Потом пришелся по мечети и по автовокзалу. Это говорит о том, что это всегда так делается, это акт устрашения. Россия и в Первую войну так начинала, и ввести вот в ступор, в шок на нас навести, да, они нас так пугают.
Но они не понимают, что нас этим не испугать. И никогда мы не сдадимся, никогда мы не смиримся. И вот убийство стольких детей, 225 школ, как в Беслане уничтожено, да, в Чеченской республике Ичкерия. И для русских, что чеченские дети, что осетинские дети, небольшая разница. Поэтому надо понимать, что, конечно же, Басаев поставил под угрозу. Но солдатские матери четко, однозначно в Европейском суде определили, кто преступник в этом деле. И они однозначно осудили это. Европейский суд по правам человека осудил, что чеченцы не убивали ни женщин, ни детей. Они расстреляли несколько мужчин за то, что не выполнили их требования. Но они не убили ни одного женщины, ни одного ребенка. Этой крови на тех, кто захватывал эту школу, нет. Конечно, они поставили под угрозу. Это ну, вопиющее такое действие, но они рассчитывали, что остановят войну, и что Путин, снизойдя, представьте, что произошло бы, Путин снизошел бы до чеченцев, да, вот до этих бандитов, ради сохранения осетинских детей. Эти осетины еще на 150 лет были бы преданы России. Но вопрос в том, что Путину не нужна преданность осетин, преданность кого-либо другого. Путину нужна своя власть. Любой ценой удержать эту власть. И он всех осетин сожжет. Всех. Не говоря уже про других кавказцев. Но этот даже ерунда. Он сожжет всех русских. И те русские, которые за Путина сейчас что-то там делают, они ну, просто идиоты. Я со всей ответственностью, я абсолютно убежден, я со всей ответственностью заявляю, что Путин не пожалеет ни одного русского, всех вместе, все там 90 миллионов, да, россиян, всех 90 миллионов он уничтожит. И это можно, по крайней мере, это чтобы было понятно, что не голословное утверждение, это можно понять, потому что начало войны, как происходило, да, второй российско-чеченская война началась с чего? Да? Она началась с того, что подготовили в Чебанмахи и Карамахи села, где Степашин, премьер-министр, приезжал и делал реверансы в сторону в сторону ваххабитов, как они называли. И даже Ельцин сделал, я сегодня читал статью Масхадова, где он Рейтерс дает интервью, и там говорит, Ельцин сказал, да, симпатичные бородачи живут в Чебанмахи и Карамахи. И мы говорим, там Путин виноват. Нет, не только Путин виноват, там и Ельцин виноват. Ельцин был тот, кто привел вот эту власть, передал КГБшникам, так как он сам является плоть от плоти КГБ, этот Ельцин. И после того, как они там замутили вот эту кашу, устроили там независимый халифат в двух селах, в горных населенных пунктах Чебанмахи и Карамахи. После этого они попробовали вытянуть туда чеченские власти, но вошел Басаев. Это наши власти официально осудили, так как добровольный поход кого-либо, как сегодняшний поход полковника ФСБ Гиркина, не является казусом белли, то есть поводом к войне. Также и поход Басаева, генерала Басаева, который не занимал никакую должность, не являлся поводом к войне. И для Запада нужно было продемонстрировать, что там террористы и нужен казус белли. Запад не поддержал, сказал, стоп, извините, там ведь так происходит все, да, ребят, извините, но то, что вы сейчас творите в Чечне, это не является тем, начало войны, это не является поводом к войне, и мы это не поддерживаем, потому что на Западе, в Америке в первую очередь, и в том числе и тут в Германии, и в западных странах, здесь на самом деле, вот абсолютно, стопроцентно работает закон.
Стопроцентно я имею в виду, что 100 это как бы соблюдение закона. Конечно же, бывает отклонение. Как в любом правиле, всегда есть отклонения, есть и коррупция. Наверняка, я не знаю, правда, таких фактов, наверняка есть и коррупция, и другие нарушения закона. Но здесь законники, настоящие законники. И поэтому у них так страны цветут и развиваются. Потому что они соблюдают закон, и закон равен для всех. И тогда же, потому что это не послужило поводом к войне, как поход Гиркина в Украину, точно так же поход Басаева не послужил поводом к войне. И тогда пришлось взорвать свои дома. И как мы все знаем, тогда погибло 307 русских, в основном русских, граждан России. В основном женщин и детей. Да, в основном женщин и детей. И после этого захватывать школу в Беслане, ну это было наивно, мне кажется. Это было, конечно, это был, может быть, шаг отчаяния, как-то хотелось выкрутиться из тяжелейшей ситуации, но Путин, который убивал русских, сам лично, никогда какие-то чеченцы, там, ингуши, там, осетины и русские там среди этих захватчиков школы были, никогда они их захватили, выставили требования, и у тебя как бы есть такое право там, не вести переговоры там, с террористами. Абсолютно невиновных, абсолютно не подвергающих, никто их не подвергает опасности, никто твою власть, твою страну не вынуждает совершать каких-то действий во вред национальной безопасности, да, допустим, если это такое есть. Там как бы есть ведь правила, есть ведь закон, и, конечно же, государство надо охранять. И спецслужбы должны быть, да, и это ФСБ, если она была бы нормальной организацией, она должна быть, это же никто не оспаривает. Абсолютно невинных русских убили. Это начало путинского восхождения во власть, на самый верх, хотя он во власти был всегда. Ну и где эти русские? Нет русских, которые возмутились этому. Но были русские, которые собрались и пошли убивать чеченцев. Вот так абсолютно Путин убьет, я к чему это все рассказываю, к тому, что Путин убьет всех до единого ради того, чтобы сохранить свою власть. Нету никакого русского мира, нету никакой защиты. Есть заинтересованные люди, которые кормятся и которые повязаны кровью. И им тоже деваться некуда. И есть вот этот царь Шариков. Вот этот царь Шариков, да, из собачьего сердца. Вот профессор Преображенский сделал операцию, да, в каком там году, сколько, 50 каком-то году, сделал на собаке операцию, и получился Путин. И из этого Путина, царя Шарикова, русские сделали себе царя. Просто это вторая часть собачьего сердца. Когда не с счастливым концом, когда профессор Преображенский, да, по-моему, так его фамилия была, который сделал операцию и обратно сделал из нее собаку. Нет, профессор Преображенский подвергся репрессиям, был расстрелян этим Шариковым, и этот Шариков стал царем. Вот история, часть 2. История великой и могучей России. К сожалению, это правда. Может быть, это и обидно. Вот этот Шариков замочит всех. Так, господа, я очень много говорил, поэтому я перемотаю вперед. Перемотаю вперед, друзья. Очень много я тут пропустил. Так, давайте потихонечку. Маулют Алтытаж. Русские всегда ненавидят тех, кого им прикажут ненавидеть. Да, абсолютно согласен. И самое главное, да, простые люди не понимали, допустим, вот когда вот эти взрывы домов были, простые люди не понимали, простые люди были обмануты. Но весь цвет политиков, вы просто задумайтесь, Немцов прекрасно все понимал, Явлинский, Андрей Николаевич Илларионов, который был советником. Эти люди продолжали работать. Это невероятно просто. Ладно, политики оставим. Эти люди, политики,
как-то, может, выживал, еще что-то делал. Хотя я не понимаю, если ты политик, ты борешься за свою страну, ну что еще должно произойти? Он не чеченцев взорвал, которых тоже обзывают гражданами России, не осетин взорвал, которые являются гражданами России. Он русских взорвал в русских городах. Москва, Волгодонск. Это же русские города, это не Якутия, это не Калмыкия. Оставим политиков. Давайте просто задумаемся над русскими генералами. МВД, ФСБ, военные, которые присягали защищать этот народ. Это невероятно просто. Это невероятно. И ведь абсолютно открыто они попались в Рязани. Рязанский начальник ФСБ, который говорил в эту ночь, вы родились в рубашке, вы там сегодня заново родились. Этот начальник ФСБ потом на канале НТВ говорил о том, что это неправда, это были учения, и там не было никакого гексогена, а был сахар. Министр МВД Рушайло, который доложил на собрании там, этих силовиков в Москве, что они задержали 2 террористов, которые готовили теракт, получил Героя России и ушел тихо в отставку. Министр МВД, ну это о чем еще можно говорить? Кто-то, Иванов был, да, по-моему, министр обороны, то же самое. Ну ладно, первые испугались. Были же еще помощники там министра, замы, ну на местах. Никто не поднялся. Никто. Про директора ФСБ Николая Патрушева вообще говорите, это он это делал. Но где были русские офицеры ФСБ, которые честь там, за Русь там, вырезали чеченских женщин, детей? Где вы были? За величие России, где вы были? Вот сейчас вы пришли к величию России. Нет никакого величия России. Есть Путин паханный, есть Путин, Шариков царь ваш. И завтра вы будете называть себя украинцами, белорусами, татарами, кем угодно. Не русскими. Мы не русские, мы не из-за этого. Вот к чему вы привели страну. И это было прекрасно понятно, к чему это все придет. Вот это меня больше всего удивляет. Я просто удивлен. Сенатор А. Аслан, это не только Путин виноват во всем. Во всем виноват империя зла и кто его сподвижники. Покажите мне хоть один пример в истории России, когда правителя, который не убивал и уничтожал, который не убивал и не уничтожал. Да, я согласен. Конечно. Конечно. Брежнев в Афганистане воевал. Они всегда воевали, конечно. Ну вот когда уже себя, как Сталин, когда себя, уже ты сам себя хватаешь, да, свой народ, русский народ уничтожается. Это невероятно. Это невероятно. Я с русскими говорил, когда жил в России, я говорил с ним на эту тему. У них не было ответа. Они просто молчали, да, ну да, что поделаешь. Но я говорил с простыми русскими, да, с рядовыми, скажем так. А были же генералитет, цвет нации, элита русская. Где эта элита? Вот она вся элита. Вот на этом она прокололась. А дальше уже что было? Уже все. Можно уже о русских ноги вытирать. Да? Это как ты уже грань переступил. Можно уничтожать русских? Можно. А почему не уничтожать чеченцев? И с другой стороны, нам повезло, что нас всех не вырезали. Нас не вырезали благодаря Западу. Благодаря Западу. Не благодаря тому, что Кадыров перешел на сторону и остановил войну. В первую очередь благодаря Америке и вот этим западным странам. Потому что они сказали, хорош, успокойся. Ты же хочешь здесь дома, там, в Италии, там, для дочери, там, миллиарды вкладывать. Мы же хотим с тобой торговать, но если ты вообще свиньей кровавой станешь, ну как мы с тобой будем торговать? И пришлось просто-напросто договариваться, да, поставить Кадырова
и сделать как бы этот вопрос чеченизации этого вопроса, да, внутричеченский конфликт хотели из этого сделать. Эй, далалак дуэльшо, далалак дуэльшо. Так, поехали дальше, господа хорошие. 90, Макс Гартнер говорит, в 99 году, 23 сентября, когда дети учились до начала военных действий, Джохар, бывший Грозный, обстреляли ракетами «Земля-Земля». Был обстрелян роддом в районе РТС, а 15 октября обстреляли базар, убили более 200 человек. Да, наверное, это так и было. Наверное, я, может, ошибся. Я думал, это в один день нанесен был это туда. Да, конечно, это так и было. Так и было. И надо вот этот момент понимать, что вот чебанохи сделали какие-то там ваххабистские деревни, да, и чеченцы побежали там помогать. Это же не так было. До этого была первая российско-чеченская война, более 140-60 тысяч убитых граждан Чеченской Республики, в том числе русских, наших русских граждан Ичкерии, которых в огромном количестве убили. В Грозном мирные жители с первые дни погибли в основном русские, русскоговорящие. Там были евреи, и украинцы, и армяне, и другие. И потом на протяжении 3 лет нам днем и ночью нам рассказывали чеченский след, чеченский бандит, чеченский террорист. Как сейчас рассказывают, украинский фашист, украинский такой, украинский сякой. Днем и ночью. Человек, который не вдается в суть. Когда ему много лет говорят, что украинцы фашисты, он уже задумается, но они, может, на самом деле фашисты. Точно так же было подготовлено общество, уже готово было. И русские уже, я не знаю, доведены были до отчаяния. Но они доведены были из-за своей трусости. Потому что они не сказали стоп, хватит, нельзя так. Вы не имеете права. И всех этих преступников, этих пропагандонов мы всех знаем. И всех будем привлекать, как Геббельса когда-то привлекли. Будем искать, находить и всегда будем привлекать к ответственности. Дал-мулла. Нету ничего, что заставит Россию и путинский этот режим избежать ответственности. Все, господа, ситуация в корне изменилась. В корне. Теперь пойдет уже наша охота. Марат Т. А некоторые люди гордятся тем, что у них ядерная бомба, что у них оружие самое лучшее. Пусть даже дети с голоду чахнут. Но когда больше тебе нечем гордиться, конечно, тебе приходится поддерживать это, да, есть такое. Адам Гакаев. Есть нормальные русские тоже, не надо всех подряд. Да, есть, конечно, нормальные русские тоже. Конечно же есть. Гена Смык. Шоу на крови для быдла. Правильно? Так. Рамазан Магомед. Они боятся признать, что взорвала их же власть, им легче на чеченцев списать. Конечно же. Если ты признаешь, что это сделали твои... Ну, это же дальше должна быть логическая цепочка этого. Признаешь, что ты сделал этот Путин, царь Шариков. И тогда, а что тебе дальше делать? Все, тебя убивали. Ну как ты можешь его потом царем называть? И президентом называть ты не можешь. Все. Значит, надо принимать действия. А для этого надо умереть, потому что по-другому эту власть он не отпустит. Надо ценой своей жизни, как небесная сотня на Майдане, надо пожертвовать своей жизнью. А русские этого не хотят. Сергей Гектор, вы очень смелый человек. Дай Бог вам удачи и здоровья. Слава Ичкерии, слава Украине. Спасибо, Сергей. Правду говорить легко. Знаете, Хусейн Исханов как-то сказал, в наше время стать героем очень легко. Достаточно говорить правду. Да? Это раньше, когда мы живем в честном, отличном, таком хорошем, настоящем обществе,
Здесь в Германии, допустим, да, стать героем трудно, надо спасти там из огня там, бабушку, там, победить полчища там, бандитов и так далее, чтобы стать героем. А в наше время легко, говори правду, и все. Ну, это не значит, что я считаю себя это героем, это абсолютно не героизм. Так, как найти? Это Борис Тамахин в телевизоре. Да, это Борис Тамахин. И вот на этой... Опа! И вот на этой футболке тоже Борис Тамахин. С бородой, как вы любите. Так, опять у нас перегрузка была. Да, сейчас видно меня? Видно. Так. Эдам какая? Аслан, сажим стрессу. Сам проблем яцу, Эдам, все нормально. Так, был глюк, все прошло. Так, Руслан Волков. Говорят, если человеку долго говорить, что он свинья, он захрюкает. Да, согласен. Ну, этого принципа придерживаются вот, путинские террористы. Виктор Цой, Сибирь, Урал, Кавказ, Поволжье, Крым и так далее не исконно русские земли, а наши коренных народов, которые уничтожали, геноцид устраивали сотни лет Москва. Да, да. И знаете, когда в 91 году развалился Советский Союз, было принято решение сохранить Россию, да, ядерное оружие оставить только у нее, впустить Россию в нарушение устава ООН, постоянные члены Совбеза ООН, оставить ей, и вот что вот Россия будет такой весь цивилизованной там и так далее. Не будет Россия цивилизованной. И на Западе это уже поняли. В первую очередь это поняли в Америке. Это самое главное. И в Англии поняли, в европейских некоторых странах поняли. И огромное спасибо странам Балтии, которые это прекрасно понимают и доносят, да, до наших друзей. И вопрос абсолютно, мне кажется, решенным, что вопрос существования Российской империи, он уже закрыт. Дело времени. Там уже обсуждений нет. Даже обсуждений уже нет. Да? Тут в Европе еще есть, но в Америке уже нет. Так, поехали дальше. Жора Майер, правильно говоришь, Хамзи. Так, это не мне. Амир Хударов, Аслан, я до этого тебе писал, а что если создать фонд или организацию для иммиграции по учебе на Запад нашим кавказским ребятам? Это же огромные мозги. Потом смогут построить нам нормальные страны. Амир Хударов, у нас, например, в этом плане огромное количество детей учатся. По некоторым подсчетам, да, я там соглашусь со своим другом Эдамом Дервишевым, по некоторым подсчетам у нас около 3000 молодых людей и девушек учатся в высших учебных заведениях Европы. Это говорит о том, что у нас все супер. И эти люди будут той нашей элитой, которые будут из руин воссоздавать наше государство. И я очень, очень на это надеюсь. Иншаллах. Я в вас верю, молодежь. Вы будете теми, которые сейчас, в ближайшее время. Так что давайте быстрее получайте дипломы, чтобы уже были готовы пойти. Седана Дарова. Аслан, ты чистый человек, из таких политиков не получается. Не дай себя сажать. И гневу изнутри тоже. Я не политик, я правозащитник. Я защищаю права самого угнетенного народа
на сегодняшний день в Европе точно и во всем мире возможно, чеченского народа. Самого лишенного в правах народа, на мой взгляд. И я это делаю не потому, что я хочу это, да, там, или, ну, это да, приносит какую-то там радость. Просто это надо делать. И так сложилось. Так, так сложилось. И я, ну, как могу, извиняйте. И когда закончится оккупация моей страны, я поеду домой и буду жить у себя и работать адвокатом. Да, мула. И буду гонять прокуроров и судей. Давай попробуют, пускай закон не соблюдает. Так, поехали дальше. Так, Апол Хине 94-95 ГМ. Аслан, можно ли Стамахину чем-то помочь? У него только одна старая мать больная. Вот я не знаю никаких координатов. Надо в Фейсбуке посмотреть и найти. У него, по-моему, мама умерла, если я не ошибаюсь. Это я могу ошибаться. Так, Руслан Волков. Аслан, огромная благодарность за поддержку Бориса Стамахина. Он является совестью России, которую упрятали за решетку подальше от народа. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот он наш Борис. Несгибаемый, непотопляемый наш Борис. Спасибо тебе большое, Борис. Чеченцы тебе благодарны. Огромное тебе спасибо за это. Так, я опять перемотаю, господа. Если хотите задать вопрос, есть суперчат, там минимальная там оплата, евро, по-моему. Можете, если, чтобы без обид только, да, кто не ответил на вопрос и так далее. Кавказский волк. Кто он на футболке у тебя, Аслан? Это Борис Стамахин. Как только что его назвал Волков, совесть русского народа. Правда, я думаю, совесть русского народа еврей по национальности, что чаще всего бывает. Так. Алена Павленко. Да, согласна, виновата не только власти, но и русский народ, который кричал «Ура!» войне в других странах. Они даже гордятся этим, начинают понимать Гитлера. Я не знаю насчет Гитлера, но я могу сказать, что убивая сейчас людей, вот то, что вытворяя в Сирии, единицы выходят на митинги и держат эти плакаты. Это невероятно. За это же не придется отвечать. Это же не только перед людьми, перед Богом надо отвечать. Это невероятно. Как вам кажется, Манра, как вам кажется, когда Ичкерия при каких обстоятельствах обретет независимость, что послужит толчком к реальному отделению? Реальное отделение уже состоялось. Манра, надо просто вывести оккупационные войска, которые незаконно находятся как на территории Крыма, Луганска и Донецка, так и на территории Ичкерии, Южной Осетии и вывести войска из Приднестровья, вывести войска, и все. Как это произойдет? Это большой секрет. Путин, Даджал, антихрист. Ну, нет, это царь Шариков. Конечно, он служит антихристу,
все такое. Это просто царь шариков. И мне кажется, ему нравится, и его окружение нравится. О, там чеченцы сказали, ну, там, не вас конкретно имею в виду, там, чеченцы сказали, о, ты там антихрист, ты там дьявол, там, он же дьявол, он же служит ему, он же враг человечества. И им такое нравится, что их боятся. А мы Шариковых не боимся. Макс Гартнер, Борис Сила, а если серьезно, реально респект мужику, кремень. Да, несгибаемый, несдаваемый кремень. Борис Тамахин. Кот Биг Витал. Будет ли Советский Союз воссоздан? Советский Союз, конечно же, однозначно не будет воссоздан, но попытка восстановления хотя бы части, там, знаете, как, нету цели восстановить там, присоединить там другие государства, страны Балтии, например, которые сейчас входят в НАТО. Такой цели нет. Вернее, конечно, хотелось бы, да, или их там и в океане в Индийском ноги помыть там и так далее. Все хотелось бы. Шариковые они такие, у них амбиции большие. Но цель не в том, чтобы восстановить территориальность, как Советский Союз, а цель для того, чтобы восстановить институт генсеков. Да? Были Романовы, потом Генсековы. Это такая система, чтобы Путин остался пожизненно. Все остальное подчиняется вот этой цели. Вот этот генсек, он должен остаться пожизненно. И вот для этого создаются вот эти проекты, там, нода, там, восстановление, там, выход из международного права, там, подчинение международному праву, там, изменение конституционного строя. Между прочим, по Конституции это незаконно, это преступление, тяжкое преступление. Но есть там такие моменты, как это можно сделать. И они юридически попробуют это обосновать. Как юристу, Путину и вот этим всем бандитам, они прекрасно понимают, что нужно юридическое обоснование. Ну, конечно же, нужна поддержка русского народа. Конечно же. Шариков хочет, чтобы его поддерживали. Но в последнее время русский народ хоть и боится, но он и Советский Союз развалил ведь не силой, да, под конец только там вышли, а саботажем, полной апатией. Да открыто ничего не делали. Ну как говорили, как платят, так и работают. Не было такого, чтобы русские там рвались, как в начале, когда идею коммунизма подбросили. Многие, не только русские, многие поверили в эту идею коммунизма и начали там мочить людей направо-налево, работать днем и ночью. Реально были жертвы, самопожертвование было людей, да, это было. Но потом, когда ситуация, уже поколение сменилось, поняли, что ни к чему мы не идем, Запад обгоняет нас. И благодаря вот этой войне, Второй мировой войне, прорыв какой-то произошел, да, технологии западные получили, и они уже устарели. И тогда уже вот новое поколение там, моих от родителей, или там поколение чуть-чуть старше меня, там, может, лет там, на 15, там, 10, 20 старше меня, они уже ну, просто не верили. Они, ну, сколько не ври, да, можно какое-то время обманывать, но все время обманывать весь народ нельзя, да, как там кто-то сказал, что можно часть народа обманывать все время, можно весь народ обманывать какое-то время, но весь народ все время обманывать нельзя. И поэтому русские просто саботировали, не только русские, все уже саботировали, все уже презирали эту власть, и она развалилась. Ну, не дали до конца доразвалиться. Так, давайте я перемотаю.
Алекс Майер. Асна, если вдруг про тебя расскажут по четверга, ответишь ли ты им? Пока что они лгут про Тумсо. Думаю, про тебя тоже будут. Чингиз, удали. Нет, я им, ну, не знаю я сейчас, что задавать вопросы. Они могут что угодно говорить, они будут говорить. Так, Жора Харрисон. Аслан, не питайся иллюзией, что Запад нам поможет. Это как в известном фильме «За границей нам поможет». Нам поможет только иман, сплачивающий мусульман. И остальное все бред. А не Запад расколол халифат. Жорж Харрисон, ну ты вот сейчас просто закрутил все это. Мы что, халифат строим? Халифат раскололи, я не знаю, Запад расколол, или там, может, конечно, сказать, да, но любая империя, например, Советский Союз тоже расколол Запад, да, такой стиль. Это конкурентная борьба. И если бы русские, советские были бы конкурентными, то не развалилась бы советский халифат, да, советская империя, не развалилась бы. А империя, которая была у османов, в первую очередь была по желанию османов развалена, в первую очередь. И если бы османы этого не хотели, они бы сохранили бы это. Или если бы она была конкурентоспособной, этот халифат. Потом далее, что ты говоришь? То, что там в известном фильме «За границей нам поможет», но скажу тебе так, что за границей нам помогала. И в первую очередь нам помогали американцы. И если если мы не бьем в грудь, да, если американцы не говорят, американцы очень много русским помогали, тем же Корячком Буша, там, Ленд-Лизом и разными другими программами. Но они никогда не кичатся этим. Тем более нам та помощь, которая оказывалась, да, тем же зерном, которое нас обеспечивает, другая помощь, политическая, информационная и другая помощь, это тоже помощь. А то, что иман, это не противоречит этому. Будь с иманом, конечно, ты должен быть с иманом. И то, что ты в Чечне, если ты хочешь построить халифат, то я тебя разочарую, ты не построишь халифат. Во-первых, ты не сможешь, ты не знаешь, как это сделать, и мы слишком малы как это, для того, чтобы вот построить этот халифат. Мы даже не смогли освободиться от России, которая слабее Объединенного Запада, да, или там слабее Америки. И нам, конечно, не захотят помогать, если мы будем строить халифат. Потому что у них другая идеология, да, у них другое направление. И им не нужно, чтобы у нас там появились люди, которые как... Ну, конечно, они могут сказать, живите там, закрыть нас, там, не трогать. Но мы же не будем жить, правильно? Если мы будем мусульманами или там независимыми, мы будем говорить, почему мы такие бедные, почему мы такие нищие. А давайте пойдем в поход на там Ставрополь и так далее. Но это ладно, это все лирика, не отходя от темы основной. Ты просто тут все перемешал. Иман сплачивает, конечно, надо быть верующим человеком, воспитывать себе иман. Но я постоянно спрашиваю себя вопросом, когда сюда приезжают, я так понимаю, Джордж Харрисон, ты тут в Европе, когда вы сюда приезжаете, вы себе не отказываете, я себе не отказываю, мы все себе не отказываем в праве защищать себя в европейских судах, получать тут образование, получать тут медицину, да, хорошего качества. Почему мы отказываем своему народу в этом? Да, всей своей стране почему мы отказываем? Почему мы отказываемся от пути, который выбрал наш президент Джохар Дудаев? Почему мы отказываемся от пути, который выбрал наш народ, который выбрал Конституцию и избрал форму правления, демократическую форму правления, демократическое правовое государство выбрал? Да? Почему мы от этого отказываемся? Кому в угоду? И просто халифат, ну, конечно, если арабы построят халифат, он будет уже существовать, да, мы-то его не сможем построить, давай честно, мы же не сможем его построить, мы с тобой точно не сможем его построить. Да если они его построят, мы, конечно, присоединимся. Ну, конечно же, спросим у народа, проведем все юридические процедуры, и, конечно же, мы тогда скажем, конечно, нам мусульмане ближе, вот халифат такой весь хороший, мы придем в этот халифат. Но его нет.
И давайте вот эти разговоры, лишние разговоры, ни к чему не приводящие разговоры, не будем их просто затрагивать. Давайте реально исходить из вещей, из реально сложившейся ситуации. Так что, Жорж Харрисон, не питайся иллюзиями. Не питай иллюзий. Андрей Ждан, а вы были пионером комсомольца? Да, Андрей Жданов, я был пионером. Да, я был пионером. И как отличник там был награжден, не самый первый, конечно, но из-за того, что я говорил, что я верю в Бога, меня не награждали, меня не посвящали в пионеры, но как отличник я должен был стать одним из первых. Ну, у нас там как сперва отличники, хорошисты там и так далее. Да, и я вступил в пионеры с двоечниками, потому что у нас как бы в стране, где атеизм, а я говорю, что Бог есть, я в Бога верю, и меня не принимали в пионеры, и меня приняли с моим одноклассником, который не очень хорошо учился, самым последними. Так. Поехали дальше. Так. Золотой век ислама, ислам Мингизли Эсри. Брат, вы хотели бы, что турки создали исламское государство и по вашему желанию народа послали вам войска, чтобы защитить вашу свободу и целостность? Вы поддержали Турцию в воссоздании халифата? Конечно же, мы не только желали бы, чтобы нам послали войска для защиты. В начале 19 века наш амир, имам Шамиль, писал письма с просьбой послать нам эту поддержку. И султан турецкий, к сожалению, отказал нам в этом таком законном праве, да, когда еще существовал халифат. И вот эти наши братья-мусульмане нам отказали в этом праве. И имам Шамиль был в конце пленен, мы потеряли огромное количество, почти всех там, по-моему, чуть больше 100 тысяч осталось мусульман, чеченцев, там, и чеченцев, ингушей, по-моему. Поэтому, к сожалению, звучит красиво, но не в эту войну. Турки не прислали нам, конечно, была помощь от турецкого народа, от всех, от русских тоже, если я там говорю там про большую часть русской, я не знаю, что и русские нам не помогают. Тот же Борис Тамахин, это наш борец, это мой чеченский боец. Также и турки помогали, турецкий народ прям много приютил беженцев, которые сейчас там до сих пор находятся. Но на уровне государства нам помощи не было, чтобы вот сказали стоп. Даже элементарно признать нас как государство. Сказать, вот мы открываем посольство. Поэтому все, конечно, звучит красиво, но мы исходим из реальных вещей. Да? Ни одна арабская страна нас не признала, кроме Афганистана, который не является арабской страной, а мусульманская страна. Грузия нас признала, и турецкий Кипр нас признал, который нас поддерживал. Но не Турция. Турецкий Кипр сам в таком полупризнанном положении находится. Так что, конечно, мы были бы не против. И Турция не создаст халифат. И то, что Эрдоган там делает реверансы в сторону, это, мне кажется, просто манипуляция. Вот это огромная масса людей, которые очень религиозные и, я бы сказал, даже фанатично религиозные некоторые. И манипуляция вот этими людьми. Он не хочет из светского государства делать халифат. Как только он сделает халифат, у Турции, у которой нет ядерного оружия, ему надо будет выйти из НАТО. Значит, уже Турция уже будет доступна, да, на нее можно нападать. Ну и так далее. Конечно, Турция это не страны Балтии, но при всем при этом из многих вещей Турции просто придется вылететь.
И сегодня надо признавать, что западная цивилизация, американская и европейская цивилизация является на сегодняшний день. Не знаю, что будет через 100 лет, через 50 лет. Путин пытается развалить и эту западную цивилизацию, чтобы ослабить ее, чтобы стала китайская. Да, в этом плане сильнее. Но не знаю, что произойдет, но на сегодняшний день ситуация обстоит именно так. И Эрдоган никакой не строитель халифата и никакой не спаситель мусульман, который там воссоздаст что-то там такое супер исламское. Нох Абрам, Аслан, помолись, вечернее время проходит. Нох Абрам, давай ты тоже помолишься, без советов твоих, да? Эти наши... Ну ладно, короче говоря. Андрей Жданов. А вариант Ичкерия нейтральной, как Швейцария, не рассматривается? Ну, нет, не рассматривается, потому что до Швейцарии нам далеко. Нам нужно иметь те швейцарские банки и такую возможность. Конечно, у нас история похожа на швейцарскую. И горы у нас, как у Швейцарии. И швейцарцы были очень воинственным народом, да, когда-то. И они служили во многих армиях. Но сейчас они на другой стадии. И нам как бы, или как Швеция, да, тоже не блоковый статус у нее. Но нет, я думаю, нет. Война, ассалам алейкум, ассалам, улхшмуду, а в общем, ва алейкум салам, в общем, чего дигду. И конкретно тоже дигду. Дерес хулхаттен. Так, брюнет Визроузган заблокирован модератором Чино. Чино, за что ты его? За что ты его? Так. Так, давайте я перемотаю. Так. Давайте я это опять перемотаю. И сейчас. Так, Джордж Харрисон ответил мне. Аслан, я не в Европе проживаю и не имел в виду османов, а халифат при праведных халифов. Да османов, которые крестоносцы и развалили. Я имел в виду, пока мусульмане в невежестве, нам не победить ни Российскую Федерацию, ни Запад. Нам Запад, ну и Мудзе только здесь, поэтому я не буду сейчас говорить на Запад, чтобы не говорить, да. Мы победили, ты же знаешь, что мы победили Российскую Федерацию, да? Но эта победа была не одна наша, она была вместе с Западом сделана. Ведь Югославии, сербов, Косово победила же не сами, не хорваты победили, которых вырезали там, да, не боснийцы, которых вырезали, не они же победили. И точно так же мы показали намного больше, чем Югославия империи, что мы можем. Если мы, конечно, не сопротивлялись, как сейчас нас Запад бы оставил бы. Но для того, чтобы мы победили, нам надо выбрать правильное направление. Понимаете? Если ты наносишь какой-то там ответное действие, какой-то ты, удар какой-то ты производишь, ты должен его носить так, чтобы это нанесло удар, что ты побеждаешь. И мы победили. Вы же знаете, что мы победили. Вывели войска. Да, конечно же, война не закончилась, русские не сдались. Они отступили, перегруппировались, сделали нашу борьбу, национально-освободительную борьбу, сделали религиозным оттенком. Об этом Масхадов предупреждал. Я сегодня читал его интервью. Он об этом прямо говорит. Сделали нас террористами, потом заклеймили террористов и объяснили, смотрите, Европа, Запад, если эти люди исламисты, они завтра вам будут угрожать. Они завтра будут на вас нападать. И мы делаем угодное для вас дело. И Запад сказал, ну ладно тогда, что поделаешь. И это суровая реальность, хотите вы или нет. И мы должны это понимать.
Поэтому, то, что мы победили, да, это я вот конец твоего вопроса отвечаю. И мы, мусульмане, которых за бороду, за то, как ты молишься, убивают в России, приезжаем сюда и здесь абсолютно спокойно. Ну скажите нет. Вот сейчас вот возник вопрос, смотрите, кто это, вот возвращаясь к тому, что здесь у нас исламисты называют нас. Откуда? Давайте, такой момент очень интересный. Я, кстати, анализировал одну ситуацию. Тимур Дугазаев, допустим, на немецком канале сказал, что вот есть тут люди, которых он вычисляет, что они исламисты, и они опасны, там могут взорваться туда-сюда. И потом через какое-то время у немецкой спецслужбы появился список из 500 фамилий. 200 из, или 300 из которых чеченцы, которые принимали участие в боевых действиях. Вот у меня возникает вопрос, откуда у немецких спецслужб появился этот список? Кто-то же должен сказать, что ты воевал и что ты таких-то там радикальных взглядов. Должен. А кто это мог быть? Как вы думаете? Вот у меня есть основания думать, что это был Тимур Дугазаев. Тимур Дугазаев это человек, который работает на Россию. На российские спецслужбы он работает. Действующий он сотрудник, или он просто агент, или просто там делает вид, что он работает на КД. Но он общается, он говорит, с посольством он общается. Посольство это спецслужбы российские, это агентура. Да, и здесь он работает. Да, возникает вопрос. Нас здесь, ну, как бы выставляют такими исламистами. Если бы вот этого русского фактора в лице Тимура Дугазаева здесь не было бы, то нам абсолютно никто не запрещал молиться, понимаете? И все мы приходим к тому, что все идет от России, от Лубянки, от ФСБ. И вот там мы появляемся уже исламистами, нас здесь начинают преследовать, пишут, что нас надо выселять отсюда и так далее. И мы приезжаем сюда и исповедуем религию как хотим. Давайте тогда придадимся логике. Чем жить здесь, не зная языка, в тяжелейших, ну, морально-психологических условиях находиться. Не проще ли же нам иметь у себя в Чечне такие же порядки, если мы согласились и сюда приехали, и строить у себя? Растить своих ученых, своих профессоров, разных наук, в том числе и религиозных. Оттачивать мастерство в судебной, юриспруденции, в других науках. Экономических наук, исламские банки сделать, допустим, да? Почему же нам так не поступить? И давайте развиваться поэтапно. Не умея ничего, мы же не можем вот так взять и сказать, что вот мы хотим, как при праведных халифах. Праведных халифов уже 1300 лет, 200 лет уже нет. И 1200 лет назад, да, были крестоносцы, которые воевали против них. Но и мусульмане воевали против них. И мусульмане распространяли ислам. И вы знаете, какой стал халифат, каким он был при пророке, он стал сотни раз больше, чем был при пророке. Вот отсюда и исходит. Все воевали тогда. А крестьяне не только против них воевали. И я абсолютно не оправдываю вот эти крестовые походы. Конечно же. И так называемая святая инквизиция, которая сжигала женщин, детей, там, по разным причинам. Пытки были. И это сейчас выставляется в музеях, и они это смотрят и ужасаются сами того, что было. Давайте не ходить далеко. Посмотрите на Германию. Совсем недавно Германия творила вещи, которые просто уму непостижимы. Невозможно поверить, что эти люди. Я здесь с людьми там, общаюсь, я на немецком не говорю, но я общаюсь с людьми через переводчика, там, с немцами, которые говорят по-русски. Как они здесь живут, как они заботятся о стариках, как они заботятся о детях, о животных. У меня в голове не поворачивается, что так люди могли себя вести. Это все было. Все это изжито. Давайте продолжать жить дальше. У нас ведь на дворе 21 век. Так что, Джош, я надеюсь, я тебе развернуто ответил на этот вопрос. Так, я опять перемотаю.
Так, Россия боится нас, поэтому они не отпускают нас. Ну, может, чуть-чуть громко сказано, боится, но в какой-то степени, конечно, в этом правда есть. Рамзан Чечен 95. Не знаю ситуацию, не зная ситуацию в Чечне, никогда не было веры в то, что чеченцы террористы. Знаю, какие русские лжецы. Да, это вы знали, но не все так знали. Многие не знали. Жора Майер. Вопросы про халифат к Тумсо. Он специалист по халифату. Он специалист во всех областях. Лунный свет. Россия по-настоящему Москва должна развалиться и отпустить на волю порабощенного народа. Уж после этого, кто хочет, пусть между собой объединятся, но только по воле народа. Совершенно верно. Как в нормальных цивилизованных странах. Война ВВП. Аслан, почему эту войну называют Россией чеченская кампания? Что это вообще значит? И как европейцы официально это называют войной или кампанией? Ну, я так скажу, что это называют войной, но ее называют чеченской войной. Даже вот у нас есть Экихард Маас, он написал книгу про чеченскую войну, он очень много помогал чеченцам, и в какой-то степени, ну, не в какой-то, очень хорошо знает ситуацию изнутри. Сейчас, конечно же, чуть-чуть Экихард Маас, он почетный представитель Чеченской Республики Ичкерия в Германии. Сейчас он в какой-то степени, на мой взгляд, я, конечно, не хочу ничего сказать, чуть-чуть расслабился в этой ситуации и как бы потерял веру в Ичкерию, хотя до сих пор держится. Но помогает чеченцам, правозащитную деятельность, конечно же, он ведет. И вот он написал книгу, и там он говорит «Чеченская война». Чеченская война – это, конечно же, неправильно. Это российская чеченская война, и можно более точно сказать русская чеченская война. Но юридически, да, она будет как бы российская чеченская война. Никакая это не кампания, но это все пропаганда российская, чтобы принизить нас как-то в этом деле. Так что вот так вот. Андрей Жданов. Аслан, ваше мнение по поводу пограничного конфликта в Кизляре. Почему и зачем именно сейчас это затевают? Андрей, я вначале обсудил, говорил на эту тему, да, нас это как бы мало должно волновать, потому что все решения, принимаемые оккупационной властью, недействительны, юридически не имеют никакой силы. Но для чего они делают? На мой взгляд, тоже долго думал над этим, пытаюсь, что в Ингушетии они мутили, что в Чечне они, что Дагестаном сейчас мутят. На мой взгляд, это делается для того, чтобы возникли споры. Когда граница не определена, тогда можно как-то там споры, как-то, не очень будут споры, да, нет места для споров. Когда же она точно определена, сейчас возникнут вопросы, что вот она точно тут, значит она должна быть тут, ее двигать и так далее. Может быть для этого. Может быть, там какие-то там свои, какие-то внутренние проблемы, может, там нефть как-то делят, да. Были слухи, что в Ингушетии эту часть, которую они сейчас выставили, там Роснефть там собиралась добыть нефть, вот такие были разговоры. Ну, не могу сказать. Я знаю, что русские готовят нас, всех кавказцев, к тому, что когда они вынуждены будут ослабить, и мы восстанем, да, и выведут оттуда войска, чтобы мы не вводили туда миротворцев, и у нас начался бардак. Вот я абсолютно уверен, потому что как только оттуда Россия должна будет покинуть, она обязательно это в ближайшее время сделает, то нам надо будет туда вводить миротворцев, а это значит просить об этом Запад, да, или ООН, да, западный, ООН, скорее всего, миротворцев мы попросим по линии ООН, чтобы все преступники не получили, суд Линча, чтобы не устроили, да, чеченцы и другие, кстати говоря, и ингуши, и дагестанцы, которых тоже много убили. Чтобы этого суд Линча не было, попробуют так. Но и Дагестан, и Ингушетия юридически являются Россией. И это факт, который надо будет учитывать, потому что речь всегда идет
правовой составляющей всего, всегда. Чечня, Ичкерия, да, Чечения, это независимое государство. Оно временно оккупировано, так же, как Крым. И вот для чего-то это все готовится, и мы должны зрело подойти к этому. Я не знаю, читая иногда свои комментарии, насколько зрело подойдут к этому чеченцы, потому что или это тролли такие, или просто, ну, люди абсолютно иногда такие неадекватные вещи говорят и пишут, что я уже думаю, блин, это страшно становится. Так, поехали дальше. Поэтому я не могу ответить на вопрос, Андрей Жданов, поэтому ставим так. Ой, Шейла, Аслан, Моусер, Ирхиханов, Суба, Искирханов, Суба. Моусер, Ирхиханов, больница. Я тоже удивляюсь, с того момента я выложил видео, что вот чеченцы порезали ножом. И такие комментарии, я понимаю, что тролли, особенно когда говорят, я не за эту власть, не за ту власть, но я хочу сказать это. Я уже понимаю, что это кадыровская власть. Но чеченца, скорее всего, из Кирханова Мусара порезали за то, что он человек, который попал в плен, да, просто забрали его, унизили, да, морально, психологически, физически унижали его. Его насиловали в этой тюрьме. И такое было не только над Моусером и Скирхановым. И этот человек физически не крепкий человек. И он об этом рассказывает открыто. И если он оскорбил, там говорят, там какое-то оскорбление, там маму, честь матери была оскорблена и так далее, да, я не понимаю чеченца, который пошел за это бить ножом. Гуш мауи, мадардитивай, ишта, вил до седмовати, да, если слушай, зудчун эмаля, уша бера, даже так тихоуда бешсагу. И если это так, ну, подраться с ним, да, на кулаках, конечно, это противозаконно, это там незаконно, ну не сдержался ты. Но взять нож и идти к человеку, заведомо слабее себя физически, то ну, это ну как минимум идти убивать человека. Тогда возникает вопрос, для чего его убивать? И вот тогда мы возвращаемся к тому, что открыто убивать его побоялись. Журналистов присылали, не журналистов, пропагандонов этих, ЧГТРК присылали к нему. И этого человека просто так убить, ну, это вызовет резонанс, да. То, что пытались похитить Микаэла Мализаева, это тоже вызвало резонанс. Значит, Маусара надо было убить так, чтобы сделать это бытовой такой конфликт. А Маусар Искирханов при всех своих минусах, что бы кто про него ни говорил, в отличие от некоторых, которые очень сильно там, на него там разную грязь льют и радуются, что его там ранили, в отличие, ну я уверен, что в основном это кадыровские тролли тут работают, но даже не кадыровские тролли, он прямо говорил, и про кадыровский преступный режим говорил, как его пытали, говорил. А где вы, которые смеетесь над ним и пренебрежительно к нему относитесь? Где вы, которых тоже пытали? У кого брата пытали? Вот я хочу обратиться к таким чеченцам, которые пишут и молчат. Кто-то там по своим уважительным причинам молчит, я к нему ничего не имею никаких претензий. Где вы, которые видите, что творится? Не обязательно, меня не пытали, например. Но я знаю, что людей пытают. И я об этом говорю. И он говорил, как мог говорил, как умел говорил. И из-за того, что... И вот именно поэтому его полиция сейчас не говорит место нахождения его в больнице. И у меня возникают подозрения, есть все основания полагать, что этот человек, который его пырнул ножом, видимо, сделал это, ему, возможно, заплатили и сказали, давай... сделай это как бытовой конфликт, инсценировка. Вот он как раз там на твою маму оскорбляет. Как эти пропагандоны из ЧГТРК российского вот этого канала сказали Микаэлу Мализаеву. На Кадырова, там, дочерей, на мать,
мат-перемат они говорили Микаэлу. И Микаэл сам говорит, я был в шоке, что я такого не могу себе позволить, говорить на женщин. Эти люди так материли его, все, сестер, там, ой, дочерей и так далее, и что он подумал, ну, здесь такой человек, говорит, ну, он не может быть за них. Они к нему пришли домой и хотели, чтобы он там на видео извинился, хотя на аудио, там, по СМС он много чего наговорил. И таким же способом они инсценируют все что угодно. Позвонили твою маму, смотри, на твою маму, говорит, а Эскерхану, Моусеру, со слухов, опять же, я ничего не могу утверждать, какая-то женщина должна была денег. И Моусер об этом видео снимал, говорил, отдай мои деньги и так далее. Но, может быть, ее оскорблял, я не знаю. И, ну, я не думаю, что Моусер вот так прямо там какие-то грязные слова говорил, потому что, в принципе, он был воспитанный человек. В этом плане он не говорил такие вещи, хотя он мог там выругаться, еще что-то сделать. Плюс человек употреблял лекарства. Этот человек, ну, мог перед видео какие-нибудь там, говорят, он как-то там кривлялся, что-то делал. Он употреблял лекарства. Человек психически перенес тяжелейший стресс. Сам по себе был творческой какой-то такой, артистичной натурой. Но при всем при этом он знал, кто его пытал, кто его убивал, кто его унижал. Он это все знал. И он это открыто заявлял. И вот получилась ситуация, что могли подстроить, как прямо заплатить денег, сказать, вот тебе там деньги, иди за свою маму там пырни ножом. Если, конечно, эта версия там, так версия это высказывает. Потому что, во-первых, он был критиком вот этих своих похитителей и своих насильников. И, во-вторых, он открыто это заявлял. И полиция, во-вторых, полиция его спрятала. Если бы это был просто бытовой случай, и преступника просто задержали и все спрятали, то я думаю, полиция бы не прятала бы, где находится, даже от журналистов. Потому что мне звонили журналисты и выясняли, знаю ли я, где он находится. Я пытался выяснить, конечно же, никто не говорит. Даже там дальние родственники, близкие родственники у него нет. Дальним родственникам не говорят, где, в какой больнице он находится, даже в каком состоянии. Сказали только, что он в критическом состоянии находится. Поэтому вот этим всем, бойцам, да, с Моусаром и Эскерхановым, будьте чуть-чуть человечными, да, мужество, если вам хватает только на Эскерханова, тогда дайте волю вашему мужеству, так же, как Эскерханов, которого вы так пренебрегаете, смело сказать о тех, кто ваш народ насилует и пытает, убивает. Вот что я хотел бы сказать. Тысячу Эскерханов, мовицлаш, дукдалаш. Так что вот так вот. На этой ноте я хотел бы закончить свой эфир. Мы уже долго говорим. Дел эту боль, дел биркам боль, вой мостахшана массана, дел мула биркам бирбу. Все, на этом я хотел попрощаться. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем до свидания. Все, пока.